Каждый год мы с таким нетерпением ждем наступления лета. И не только потому, что с ним связаны все наши надежды хорошо отдохнуть, вырастить богатый урожай на своих садовых участках, волю накупаться. Да что там говорить, летом и жить проще, и люди становятся добрее. Может, от того, что красное солнышко отогревает не только землю, деревья, траву, но и душу человека. Как бы там ни было, но лето любят все. И если зимой нам кажется, что время остановилось, то летом оно движется в 2 раза быстрее. А потому и отпуск кажется таким коротким, а успеть нужно так много. Итак, с чего начать? Я думаю, что в первую очередь вместе с мечтой и надеждой на сказочный отдых можно побывать в Сибайском бюро путешествий и экскурсий, где вас встретит и ответит на все интересующие вопросы Ольга Васильевна Нурмухаметова. Да, в этом году, я бы сказала, мы хорошо почувствовали, потому что, я не знаю, может быть, сыграло то, что начали давать всем зарплату вовремя. Ну, не всем, но все равно, в основном комбинат, вот преподаватели даже отпускные получили, и все-таки это чувствуется. Так что среди всех проблем все равно проблема отдыха существует. Что вы можете сегодня предложить нашим горожанам? Ну, нашим горожанам мы можем предложить как зарубежный отдых, так и у нас в России. Это наше родное Черноморское побережье, Сочи, Анапа, Крым, Евпатория, курорт. За границей можем предложить Анталью. Но Анталья самая приемлемая стоимость, а так это прямой рейс с Уфы. Есть Кипр, прямой рейс с Уфы, но Кипр уже подороже. Анталья от $500 за 14 дней, а Кипр уже $1000 идет. Поэтому и все равно в этом году чувствуется, что все-таки люди снова вернулись на наши российские отечественные курорты. Вот вы можете согласиться с тем, что путешествовать и отдыхать сегодня все-таки привилегия состоятельных людей? Ну, я с этим согласна отчасти, потому что состоятельные люди, они выбирают состоятельные маршруты. А если человек привык отдыхать, это все-таки большой заряд энергии на целый год дается. Особенно сейчас есть возможность поехать в санаторий любому человеку. Санаторий по профилю. Допустим, вот в Минводах очень хороший санаторий. Они же всегда славились. И в этом году мы можем предложить на 21 день от 5000 рублей. Это, согласитесь, недорого. Поэтому может поехать любой. И потом, для тех, у кого, скажем, небольшой уровень достатка, значит, можно отдохнуть на наших турбазах. Это, допустим, Белорецкий, Арский камень, там 150 рублей в день. Здесь мы сроки не ограничиваем, на сколько дней человек пожелает ехать. Тем более здесь недалеко и проезд, или могут на машине уехать, или на электричках. Через это подешевле. Спасибо. Ольга Васильевна, если я не ошибаюсь, называется Сибайское бюро путешествий и экскурсий. Про путешествия мы уже поговорили, а вот что касается экскурсий. Ну, а что касается экскурсий, то сейчас, можно сказать, экскурсии сократились до минимума.
Итак, если ваши финансовые возможности позволяют отправиться в путешествие по предложенным маршрутам, это прекрасно. Вам мы желаем счастливого пути. Ну а всем оставшимся этим летом в городе, не сомневайтесь, тоже есть чем заняться. Во-первых, садовый участок, куда и спешат каждое утро неутомимые мичуринцы. Об этом вообще разговор особый, поэтому мы не будем сегодня подробно останавливаться на нем, а поговорим о том, чем можно заняться после того, как грядки будут прополоты, огурцы политы, а картошка окучена. Можно отправиться на рыбалку. И время прекрасно проведете, и с ужином проблем не будет. Вот только пришел, если не будет клевать, поеду домой. Я с сада по пути заехал сюда. А вот бывает, сколько вы рыбы ловите? Хватает на ужин, там, на обед? Все не клевало. Вот. Нет, ну не сегодня, а вообще, когда приезжаете. Нормально, хватает. А как вы думаете, рыбалка для вас это что, отдых или хобби? Или, может быть, действительно дополнительный? Не, это отдых, как считается. Вот после сада заехал сюда, вот, посижу и домой поеду. А как у вас хватает терпения вот сидеть, смотреть на этот поплавок? Одно удовольствие. А вот если вы рыбак, какую вы рыбу самую большую в своей жизни поймали? Килограмм, наверное, самый большой. А как называлась? Щука. Здесь поймали, да? Ну, Вот половина лета уже прошла, а половина лета еще впереди. Вот что вы ждете еще от лета и что вы еще помните с первой половины? а еще хорошего лета не было еще. Видите, то прохладно, ветер весь. А что ждете еще от лета? Хорошая погода, Самое главное для вас? конечно. Уже лето проходит. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною след. Я так хочу. Будучи на берегу реки Туяляс, мы просто не могли не заглянуть в лечебно-оздоровительный лагерь Шифа, где можно не только прекрасно отдохнуть, но и поправить здоровье. В штате лагеря 19 человек, есть своя лодочная станция, пляж, зелень выращивают тоже в своей теплице. Ну а что касается отдыха, об этом вам лучше расскажут начальник лагеря Любовь Михайловна Чернова и сами отдыхающие. Сегодня у нас уже продолжается второй заезд с 3 июля. Первый заезд у нас уже прошел, отдохнули у нас 76 человек. Это взрослые, и дети, и бабушки здесь у нас были. Теперь на сегодня у нас 14 взрослых, а всего 91 человек. Тоже дети есть маленькие, с мамами, родители и бабушки также. Вот, значит, основное, что у нас здесь проводится, ну, отдых, конечно, само собой, а также лечение, физлечение, кумысолечение, сауну принимают у нас дети, фитотерапия. И, конечно, для детей организованы для взрослых культурно-массовые программы. Дети активные, вот нужно отметить, что вот когда как-то год, может, лет 5 назад дети были такие скованные, а сегодня, вот вчера мы сидели тоже, алло, ищем таланты, смотрели программу. Дети такие раскованные, очень хорошо танцуют и поют, очень даже мы довольны своими отдыхающими. Ну, стараемся, конечно, чтобы дети наши не скучали, и взрослые, было им интересно здесь. Кормим, пятиразовое питание у нас, кормим. Ну, я считаю, что неплохо. Так вот. Ну, понятно, что когда хорошая погода летом, проблем с отдыхом меньше, так ведь? Да, да. В этом году лето нас погодой, к сожалению, не балует. Вот и все-таки как удается вот скрашивать отдых детям? Скучно, не скучно им становится? Ну, думаю, что нет. Если уж идет дождь, вот вчера, то у нас дискотека в дождь. Детей быстренько в клуб. Или по корпусам дети там собираются, тоже с воспитателем. Какие-то там проводят, ну, вопросники проводят, такие интересные мероприятия. Ну, а так, конечно, хотелось, чтобы побольше солнца было. Вот позавчера очень удачный был день, тепло, дети купались, на лодках катались. Ну, вот сегодня надеемся к вечеру, если вечер успокоится, тоже будет купание у нас. Вот скажите, пожалуйста, вы, когда отдохнете здесь, как вы думаете, вам сил и заряд такой бодрости, энергии хватит на следующий учебный год? Владик? Хватит. Почему ты так думаешь? Потому что, ну, мы тут отдохнем и Ну, смелее еще. Как ты думаешь? мы здесь отдохнем и подтянем. Ну, у нас мозг отдохнет. А на следующий учебный год у нас уже
будет свободный мозг. Скажи, пожалуйста, ты первый год здесь или уже был? Нет, я также 5-й год иди сюда хожу. Больше понравился, это день девочек там. А в чем он заключался? Пацаны переодевались в девчонок. И также это проходило мероприятие, ну, мисс очарования. Мальчишки как выступали В качестве кавалеров? девочек наоборот. Вон как. И там, ну, как они вели себя как девочки, там и все надо было делать, короче, чики-чики. Если брать каждый день, начинается в 8 утра у вас подъем, зарядка и так далее и тому подобное до отбоя. Самое любимое время суток для вас? Здесь именно. Так, это после сончаса. А что там бывает? А потому что там уже солнышко греет и теплее намного. А тебе? В 10:30 это купаться идем, в 11 там. Потом и после полдника идем купаться. Так, то есть для тебя купание. Ужин, когда начинаются всякие мероприятия. Для тебя. Тать, ну это для тебя. Дискотека. Ребят, скажите, пожалуйста, вы любите лето? Ну, а еще как. А почему? За что вот вы его любите? Ну, тепло, можем покупаться, расслабиться, на солнышке позагорать. Ну, вот в этом году лето-то нас не очень-то балует погодой. Это точно. Но тем не менее, все равно лето нравится. Да. Отдохнешь также, считай, сдал уже экзамены. Отдохнешь и опять, как говорится, в путь дорожку, учиться дальше. Ребят, Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. ну давайте вернемся в город. Поверьте, здесь тоже есть немало приятных уголков отдыха. Например, парк культуры и отдыха. Правда, в тот момент, когда наша съемочная группа находилась здесь, карусели отдыхали, посетителей практически не было. Но, по словам Натальи Верховодовой, которая работает в парке не первый год, у каждой карусели есть свои посетители. Для самых маленьких – колокольчик и юнга, для всей семьи – колесо обозрения. Ну а на орбите больше всего любят кататься молодые юноши и девушки. И, несомненно, самым любимым для всех аттракционом стали машинки. Вот вы работаете с утра и до вечера. Да. Вы можете сказать днем, в какие часы у вас пик считается? Вообще мы работаем с 10 до 10, ну вот я, например, по 3 дня работаем, кассир один, кассир другой. А часы, ну вот после 2, а садики обычно, школы приходят до обеда, а семьи, вот приезжие много, они обычно к вечеру, вот после 5 до 10. Бывает, мы закрываемся, народ идет. А какие карусели больше всего пользуются спросом? Колесо, орбита, машинки. Это самый любимый, наверное, детворой. Да, машинки особенно, мальчишки всегда тут. А дни недели вообще имеют значение? Понедельник это будет или там пятница? Бывает выходные дни очень хорошо, а бывает понедельник лучше, чем выходные дни. Вообще от чего зависит, как вот люди идут отдыхать? Как вы думаете, от чего может зависеть количество народа, посещаемого карусели? От денег очень много зависит. Это вот как в том году у нас было мало народу, потому что вот летом было зарплату задерживали. Сейчас все-таки людям дают зарплату, поэтому народ идет все-таки. А вот обращаясь к вам, просто как к человеку, вы где предпочитаете проводить отпуск? Вы умеете отдыхать вообще? Сами. Вообще, наверное, умею, но не получается. Мы вот здесь вот отпуск, у нас летом мы не можем отдыхать. У меня вот в апреле отпуск. А вы любите лето? Лето люблю. За больше что? всего. Не знаю, за красоту, наверное, за вообще зеленые деревья, даже весну, между весной и летом. Хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. И еще одна информация, как говорится, на десерт. Непременно выберите время и побывайте в летнем кафе, что недавно открылось от ресторана «Бахчисарайский фонтан». Кстати, те, кто уже здесь был,
оценили его по достоинству. Поистине райский уголок в нашем небольшом городке. Аурика Ивановна, скажите, пожалуйста, как горожане оценили идею открыть в городе летнее кафе? Я думаю, они этому только рады, потому что кафе еще не открыто. Мы открываемся в 12, а с 11 уже здесь народ собирается. И с детьми возрастных ограничений даже нет. И дети, и взрослые, и бабушки, и приезжие, и вот с ярмарки все заходят, потому что на свежем воздухе, по-моему, даже лучше сейчас летом посидеть, чем где-то в ресторане или же в кафе в каком-то. Все, кто к вам заглянет, что вы можете предложить? Мы можем предложить вот здесь из буфета и выпечка, значит, некоторые спиртные напитки, пиво, прохладительные напитки. Вот. Также можно предложить с ресторана полностью по меню все, что хотите. Как вы работаете? Летнее кафе с 11 утра до 3 ночи, по пятницам до 5 утра. То есть и дефицита в посетителях вы никогда не испытываете? Нет, у нас не хватает ни столов, ни стульев даже. Вот люди, бывает, присаживаются аж на заборчике, просто пиво. Очень красиво. Для себя это ново, для это как в большом городе. Как в Сочи, например. Был бы берег, можно думать, что как будто сидишь ты и на юге. Можно такое представление. Это красиво. А вот вы сегодня первый раз, вы можете сказать, что вы вернетесь еще сюда? Вот как дочка позовет, вернусь. То есть вы сегодня пришли именно сюда отдохнуть? Отдохнуть с дочкой. Ну, если честно, то вот мы приезжие, в том году мы приезжали, вообще ничего такого не было, чтобы вот куда-то сходить, отдохнуть. А вот мы приехали из Норильска. Нам очень понравилось здесь. Вот мы первый раз, да, мы гости приехали сюда отдохнуть, и в отпуск приехали. Нам понравилось. Мы первый раз сюда пришли. Нам порекомендовали сюда прийти. Вообще, кто вам посоветовал уже прийти? Сестренка моя, она уже была здесь. То есть завсегдатай, да? Ну, не совсем, просто она как узнала, что открылась, пошла, посидела, сказала, можно отдохнуть, походить. Ну вот лето, время отпусков, вы приехали в отпуск, пришли сюда первый раз. Вы можете сказать, что вы вернетесь еще сюда вечером отдохнуть без ребенка, когда уже дискотека, когда шоу? Придем, наверное. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я думаю, многие бы этого хотели. Но, к сожалению, время неумолимо движется вперед. И когда-то вновь наступит осень. А пока, как здорово, что сегодня еще лето. Лето звездное, звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со